очень люблю путешествовать, хожу в походы и часто совмещаю эти два направления. Беру с собой холсты, краски. Ну, в основном природа меня вдохновляет, история Крыма, новые города, новые страны. В принципе, вдохновение можно черпать везде. А депортация, узнал это я еще в школе был. И получается, как раз, я в первый класс пошел, это в начале 90-х. То есть это период, когда крымские татары начали массово возвращаться в Крым. Но тогда я еще, будучи ребенком, не сильно это понимал и не сильно вникал. Уже потом, со временем, когда у тебя появляются друзья, и эта тема, ты понимаешь, насколько она для них больная, ты начинаешь в нее вникать, начинаешь изучать и начинаешь сам переживать эти же чувства. Потому что проблема депортации — это же ведь не только человеческая проблема, не только то, что люди пережили вот эти все тяготы, лишения. Это еще большая рана для самого Крыма. Потому что мы утратили целый пласт культуры. Крымско-татарский народ, он тут формировался в течение многих веков. Он был таким коллекционером или аккумулятором разных культур. И формировался он в замкнутом пространстве, и он, нашего полуострова. Поэтому он собрал все самое лучшее от каждой культуры. И вот этот весь пласт его вырезали и практически уничтожили. У меня родился образ лабиринта. Он характеризует жизненный путь народа и состоит у меня на картине из двух частей — темная и светлая. То есть темный лабиринт — это то, через что пришлось прожить народу. Вот эти все тяготы, лишения. А светлый путь — это вот новый путь возрождения. Он выполнен в форме тамги, лабиринт, и олицетворяет крымско-татарский народ. И в центре стоит два человека, дедушка и бабушка. Это предки, которые смогли через все вот эти темные пути, коридоры пройти и дать жизнь новому поколению. То есть дать им жизнь, создать свое новое светлое будущее. Я не закладывал этой идеи, но то, что оно вот так совпало. Ханская печать, она представляет тоже собой квадрат с лабиринтами, в центре тамга. Ее хотел купить тоже мой знакомый. Я ее когда опубликовал, он написал сразу: хочу купить. Я ее подарил, не продал. Потому что такие картины, получать из-за них какую-то выгоду, они не для этого создавались. Поэтому я и создал эти картины. Именно обратить внимание на то, что это не только проблема крымских татар. От депортации пострадал и сам Крым.